Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 20 ноября 2020 года. Это пятница. Посмотрим, какой будет день сегодня. Выпадает шестерка жезлов. Что будет помогать? Король жезлов. Что будет мешать? Девятка жезлов. Одни жезлы у нас выпадают на этот день, но жезлы это всегда хорошо. Это энергия, которая помогает решать любые вопросы. Мы можем решать вопросы во взаимоотношениях, в деятельности. Вообще у нас жезлы это карта огня, то есть это очень теплые такие карты, которые говорят о том, что наше главное желание сегодня быть счастливыми, да, то есть чтобы нам было хорошо на душе, чтобы нам было комфортно, чтобы люди к нам относились с уважением. То есть это как бы главный такой посыл дня. И вот мы все готовы делать ради этого. И шестерка жезлов, конечно, карта победителя. Это карта, когда мы обращаем на себя внимание. Это либо стремление получить одобрение со стороны других людей, либо это уже действительно ситуация, когда вот нас все хвалят, когда мы радуемся тому, что вот получили наконец-то результат, к которому долгое время стремились. Здесь также карта и продвижение, да, то есть когда было что-то, может быть, в отношениях сложное, да, и мы решаем этот вопрос, и наконец-то уходят проблемы. Или, допустим, какой-то проект у нас тормозился, мы, наконец, последний рывок делаем, и все у нас получается, все ладится. Мы, наконец-то, побеждаем, да. Если у нас были какие-то проблемы с конкурентами, в общем, любое абсолютно препятствие мы сегодня успешно проходим. Причем нам в этом помогают еще и другие люди. Очень хороший день. Также карта говорит о том, что сегодня могут решаться вопросы каких-то праздников, торжественных каких-то собраний, может быть, да. Может быть, сегодня какой-то вопрос, связанный с детьми, допустим, победа ребенка в конкурсе или еще какой-то успех у детей, выздоровление ребенка. Также карта может говорить о том, что если вы, допустим, долгое время искали для маленького ребенка место в детском саду, вот сегодня, может быть, вам предоставится это место. Любые достижения, даже может быть назначение на должность, получение новой работы, может быть встреча с человеком, который может помочь решить вам проблемы. Вот у нас тем более король жезлов рядом, да. То есть смотрите, вот самое хорошее для нас сегодня, чтобы мы не думали, что мы решим все вопросы в одиночку. То есть нужно обязательно обращаться к людям. Но вот мы как-то не хотим, хочется нам все самостоятельно делать, да. А было бы хорошо, чтобы мы обратились за поддержкой, и мы быстрее бы получили результат, и вопрос был бы скорее решен. То есть король жезлов нам как бы карта, которая будет помогать. Ну, во-первых, это может быть человек, а во-вторых, это может быть наш план какой-то, наши цели, стремления, которые вот мы четко определили, да, и к ним движемся, никуда не сворачиваем. Также сегодня очень удачные поездки, очень удачное знакомство с людьми, которые живут далеко от нас, да, или находятся далеко от нас в данный момент. Это хорошее время для того, чтобы определить цель, для того, чтобы как-то расширить свое сознание, научиться чему-то новому, встретить человека, учителя, который вот поможет решить какие-то вопросы, получить диплом какой-то, получить разрешение на что-то. В общем, карты, в принципе, очень такие хорошие для того, чтобы действовать, для того, чтобы решать вопросы. И что будет мешать? Девятка жезлов. Девятка жезлов – это когда мы сомневаемся, когда мы не знаем, двигаться нам или остановиться, когда мы не чувствуем, на что мы имеем право, на что не имеем, когда мы постоянно в себе сомневаемся или не доводим до конца дела. То есть вот сегодня желательно все-таки до победы все довести. Отношения, давайте посмотрим. Те, кто в поиске пары своей, выпадает шестерка пентаклей. Скорее всего, вы окажетесь даже в моменте выбора. Шестерка пентаклей говорит о том, что вот как вы сегодня будете себя вести, так у вас и сложится дальнейшая жизнь в отношениях. Скорее всего, рядом с вами есть уже люди, на которых вам стоит обратить внимание. Может быть, они напоминают уже как-то о себе, да, дают знать, что вы им нравитесь, да, и вот здесь можно как-то проявить
благосклонность к одному из них. Вот здесь весы в руках, то есть здесь может быть даже заключение брака в последующем с человеком, которого вы сегодня можете выбрать. То есть человек этот должен быть достойным, чтобы вы могли действительно на него опереться, да, чтобы у вас было такое хорошее сочетание качеств, чтобы вы друг на друга хорошо влияли, да, то есть вообще вот это у нас весы очень часто судьбу показывают, да, то есть можно встретить сразу двух человек, и какого из них мы выберем, такая будет и судьба. Для тех, кто уже в паре, четверка пентаклей. Но здесь могут быть ситуации, когда мы не даем своему партнеру как-то продвигаться, развернуться, двигаться в каком-то направлении, да, или мы, допустим, жалеем потратить на что-то деньги, или, может быть, есть ситуации, когда мы сами не хотим развиваться, сами как-то хочется вот остановиться на месте, сохранить то, что есть, а день у нас сегодня продвижение, и, конечно, может быть какой-то или внутренний конфликт, или конфликт у вас в паре по этому поводу, но, скорее всего, либо из-за денег, либо из-за того, что один из партнеров зажимает другого, да, то есть не дает ему двигаться в своем направлении. И вот здесь, конечно, нужно быть осторожнее, потому что один держит, а другой хочет двигаться, да, и вот конфликт здесь может быть вполне. Договариваться лучше, все-таки не разрушать отношения, да, договариваться, объяснять, тем более сегодня есть на это возможности, можно посредника какого-то, допустим, привлечь на помощь, человек, который может договориться, помочь договориться с вашим партнером. Для тех, кто в ссоре, пятерка жезлов, но здесь, конечно, конфликтная такая карта, хотя это не пятерка мечей, да, когда вот можно поссориться так, что потом уже не помиришься, но все-таки, может быть, даже есть смысл поговорить на чистоту, не бояться ссоры, да, не бояться несоответствия мнений каких-то ваших, вот, а поговорить для того, чтобы выяснить правду, для того, чтобы выяснить, как вы действительно друг к другу относитесь. И вообще все вот эти проблемы, которые были, вынести на свет. И тогда уже ну, как бы вы решите, надо вам вообще мириться, стоит ли оставаться с этим человеком и так далее. Работа. Те, кто в поиске работы, девятка кубков. Очень хорошая карта, в принципе, исполнения желания, да, то есть что хотели, вот к чему душа лежит, то и можем получить. Это может быть также ситуация, когда мы ограничены, да, то есть, может быть, дается работа, но не совсем такая, какую бы хотелось. То есть, ну, карта рекомендует соглашаться, потому что вы впоследствии уже можете на это, ну, как бы на эту работу опереться и уже искать дальше тогда. Вот, либо прям вот сегодня уже получите то, что хотите. Так, осторожно. Посмотрим карту для тех, кто уже работает. Четверка кубков. Ну, здесь усталость, конечно, в конце уже рабочей недели. И, возможно, вы как бы сохраняете энергию, да, вместо того, чтобы продвигаться. То есть, смотрите, тоже, опять же, конфликт может быть. От вас требует многого, да, у вас мало сил, и вы можете что-то упустить, пропустить. Вы можете отказаться от того, что вас продвинет. Или можете отказаться от должности, допустим, от повышения, или от какой-то поездки, командировки. То есть то, что вам в дальнейшем может принести что-то очень такое положительное, да, вы можете от этого отказаться. Вообще хорошая карта для отпуска, конечно. Может быть, действительно стоит взять день такой перед выходными, как отпуск, и провести этот день вот так, как вам нравится, да, восстановить энергию. Может быть, это какое-то торжество, праздник, да, вот вам нужно переключиться для того, чтобы вы лучше себя чувствовали. То есть, либо соглашайтесь на то, что уже вам предлагают, либо попробуйте переключиться, отдохнуть, набраться сил, энергии. Для тех, у кого свое дело, карта императрицы выпадает. Замечательная карта. Это и соглашения какие-то по бизнесу, это хорошие доходы. Это, в общем, все, что только можно пожелать. То есть все ваши мечты и планы осуществляются, у вас хороший доход, у вас хорошие клиенты, партнеры и так далее. И вы прям чувствуете себя на высоте, очень стабильное такое положение, комфортное. Ну, конечно, заключение сделки может быть какое-то важное, потому что это все-таки старший аркан, благодаря которому вы получите хорошие финансы.
Теперь для тех, кто на зарплате, выпадает карта «Мир». Действительно, здесь может быть получение денег, зарплаты, да, может быть здесь какая-то ситуация улучшения в финансах, может быть, допустим, дается вам какое-то назначение, или вы завершаете какой-то проект и получаете за это, допустим, премию, или вам дается новая должность и у вас новый совершенно оклад. Но в любом случае здесь, конечно, хорошая карта для денег, старший аркан, то есть меняется как-то ваша ситуация с деньгами к лучшему. Для тех, кто своим делом зарабатывает, четверка жезлов, но это, конечно, тоже завершение дела какого-то, да, победа какая-то, и вот праздник по этому поводу, торжество. То есть вы можете потратить деньги на семейные какие-то праздники, семейные торжества, юбилеи. Вы можете здесь потратить деньги на то, чтобы вот почувствовать себя победителем, да, то есть когда мы чего-то добились и никак это не зафиксировали, вот никак не отпраздновали, скажем так, не отметили, да, то тогда вот мы обесцениваем свою победу. То есть это еще и как совет: обязательно отпраздновать победу, обязательно любое улучшение должно быть отпраздновано. И давайте посмотрим еще здоровье на сегодняшний день. Отличная карта – это туз мечей. Это значит карта вашего выздоровления, если вы болели. Это карта силы, когда вот мы знаем, как решить ситуацию, если, допустим, особенно острые какие-то критические ситуации, да, тоже здесь вот может быть решение получено в этот день. И по итогу дня у нас королева мечей, то есть карта, когда мы чувствуем себя на высоте, когда мы чувствуем, что жизнь с нами справедлива, мы со всеми договорились, мы выполнили все свои планы и цели, и очень довольны собой. Друзья, желаю всем всего самого лучшего, пусть самое лучшее сбывается. Всего вам доброго, до новых встреч!